Если мы с вами уже вовсю отдыхаем на каникулах, то у 11-классников только начинается самая жара. В этом году ЕГЭ начинается как никогда поздно. В этом году ЕГЭ сдают лишь те выпускники, которые поступают в вузы. Ежедневно у них есть возможность готовиться к предстоящим экзаменам со своими учителями на платформе Zoom в рамках школьных консультаций или на онлайн-марафоне «Домашний час». Учебные дни закончились, но не для выпускников. У нас проходят онлайн-консультации для подготовки к ЕГЭ практически каждый день. Их проводят по расписанию наши учителя, также мы посещаем различные интенсивы и консультации от экспертов и председателей республиканских предметных комиссий Республики Башкортостан, которые проходят в Ютубе. Это все очень здорово, потому что у нас есть возможность заниматься дома и при этом задавать какие-либо вопросы, если у нас возникают трудности. Первыми будут экзамены по географии, литературе и информатике. Начнутся они как раз-таки 29 июня, а вот русский язык будут сдавать целых 2 дня, 2 и 3 июля. Все для того, чтобы соблюсти все медицинские требования, расстояние 1,5 метра между учениками и полная дезинфекция помещений. Ну а пока ребята готовятся дома и не рискуют здоровьем накануне таких ответственных событий. Я очень рада онлайн-консультациям, хоть у нас нет возможности приходить в школу, но учиться вместе с преподавателем — это намного лучше, по крайней мере, ты поймешь свои ошибки, поймешь то, что ты делал неправильно, можешь обсудить просто любой вопрос, и это намного лучше, чем обучаться одному. И я очень рада, что у нас есть такая возможность. Но несмотря на всю суматоху и неразбериху, связанную с коронавирусом, выпускники смогли полноценно подготовиться к единым госэкзаменам. Желаем всем выпускникам высших баллов на ЕГЭ поступить в лучшие вузы и, конечно же, крепкого здоровья. Вероника Исмагилова специально для Горы новостей.